пытается превратиться в господствующий класс. И вот это превращение в господствующий класс, когда руководители государства, прикрываясь вот этими перечисленными законами, они хотят господствовать. А скоро выборы, по-моему, до выдвижения, да, до выдвижения осталось там, по-моему, 9 или 8 месяцев. И решать за народ. То есть не как абхазы жили там столетиями, народ решал, а кто-то хочет за народ решать, что народу хорошо или что народу плохо. И при этом опираться хотят на иностранный крупный капитал. Я согласен с выступающими, у абхазов есть иммунитет на все это. И правильно до этого сказано, что абхазы свободу на деньги не меняют. И не дай Бог, чтобы это случилось. Для абхазов свобода – это образ жизни, это образ мышления. Если кто-то это не понимает, к сожалению, он просто доведет страну до тяжелейшего кризиса, вплоть до гражданского серьезного противостояния. Я считаю, что это нельзя допускать. И надо просто правильно это все оценивать. Прикрываться, или развешивать ярлыки в узкополитических целях. Я думаю, люди тоже уже в этом разобрались. Конечно, это надо обсуждать, чтобы до каждого это донести. За народ Абхазии не стоит никому ничего решать. И нельзя лишать народа Абхазии этого права. Политического плюрализма, политической конкуренции. Если кто-то что-то хочет предложить, пусть предлагает. Но развешивать ярлыки, обвинять публично по телевидению граждан страны там в каких-то, все это говорит о том, что власть нервничает. Власть нервничает, потому что реальных успехов у них нет, обещанных реформ нет, им не с чем идти на выборы. У них один путь, это максимально сузить возможности свободы слова, не допускать на телевидение, чтобы были иные мнения. Но этот путь мы уже проходили. И для тех, кто пытался это делать в Абхазии, он плохо заканчивался. Я не могу понять, зачем повторять чужие ошибки. Надо доверять своему народу. И власть, в конце концов, дана народу. Спасибо за внимание.